вечер, дорогие друзья. Мне очень радостно видеть вас в этом зале, что мы сегодня вместе проведем этот вечер, посвященный нашим хакасским национальным инструментам, которые пришли к нам до сегодняшнего дня из глубокой-глубокой древности. Вы сегодня услышите звучание хобуса, вы услышите звучание иха, шума и хобраха. Ну, у вас у всех в руках программки ведь есть, да? Вот, вы будете ориентироваться, где мы находимся. Ну, вначале я приглашала на этот концерт Татьяну Владимировну Чаптыкову, чтобы она немножечко рассказала о национальной музыке, о том, в каком сейчас состоянии находится наша хакасская музыка. Но, к сожалению, она приболела, и поэтому большая ответственность легла на мои плечи. Я буду вести сама этот концерт. Ну, тут с Геннадием Михайловичем посоветовались, и он говорил, наверное, интересно нам всем услышать, вам всем услышать, как рождалась эта музыка, как она создавалась. Ну, да? Хорошо. Ну, те, кто меня не знает, может быть, кто-то впервые пришел на этот концерт и не знаком с моими сочинениями, я хочу немножечко рассказать о себе. Зовут меня Татьяна Федоровна, фамилия моя Шалгинова. Я родилась в городе Абакане. Мама моя, Олимпиада Николаевна Спирина, уроженка Ширинского района. Папа Шалгинов Федор Дмитриевич родился в селе Чаптыково, Шалгиново. Его мама, Кангарова Александра Константиновна, играла на чатхане. А мамин папа, Николай Афанасьевич Спирин, Чабалгол его было имя хакасское, он был тоже очень музыкальный, сочинял тахпахи. И я думаю, что способности к музыке у меня передались вот через моих предков. Заведующая детским садом очень была внимательная такая Валентина Федоровна. Она обратила внимание, что я хорошо танцую и пою, и предложила моей маме, чтобы я обязательно поступила учиться музыке, в музыкальную школу. Мама моя молодец, бросила все свои дела и пошла со мной вместе на вступительные экзамены. Конечно же, после 3 класса стало трудно учиться. Пианисты знают, когда одна рука играет одно, другая рука играет другое. Начинаются трудности. Я хотела бросить школу. Мама моя молодец, она сказала: Танечка, ты должна в лицо сказать своим педагогам, что ты больше учиться не будешь. Поэтому пойдем на перекличку. И там ты все скажешь. Я с такой уверенностью шла, думаю, ну вот сейчас я закончу все занятия в музыкальной школе, а музыкальная школа находилась тогда там, где сейчас находится филармония, красивая такая аллейка, мы шли, я помню, что сейчас я настроюсь и скажу, что я учиться музыке не буду. Но когда я увидела глаза своих преподавателей, таких необыкновенных, которые и по сей день некоторые работают в этой школе, в школе имени Александра Александровича Пинеля, я не смогла, конечно, бросить и сказать, что я не буду учиться музыке. Итак, я закончила школу музыкальную, поступила в музыкальное училище Абаканское на фортепианное отделение, ходила в ансамбль «Жарки» и мечтала поступить в Ленинградскую консерваторию. И поступила в Ленинградскую консерваторию. Закончила ее, вернулась в Абакан, стала преподавать в Абаканском музыкальном училище, а потом перешла на работу в Хакасский национальный драматический театр имени Топанова. И вот уже свыше 25 лет я работаю в этом театре, написала очень много музыки театральным постановкам. Сегодня вы что-то услышите из этих постановок, из музыки к этим постановкам. Ну вот, вся моя, в общем, биография. Теперь по поводу произведений музыки, пьесы к национальным инструментам. Многие педагоги подходили ко мне и просили, чтобы я сочиняла музыку для хакасских народных инструментов.
потому что они перекладывали мои фортепианные сочинения на свои народные инструменты. И очень просили меня написать крупное произведение. Наши солисты выезжали в Улан-Удэ, Казахстан, на различные международные конкурсы, и им хотелось блеснуть каким-то интересным произведением, крупным. Ну, спрашивают меня, как же вот ты сочинила концерт для хумуса и фортепиано? Я, конечно, думала, что это будет концерт для хумуса и оркестра. Я думаю, что мы соберемся когда-нибудь, услышим это так, в таком виде. Вы знаете, мне вот как-то стало совестливо. И я думаю, ну неужели я не напишу концерт для хумуса? И начала работать. Очень сильно мне помогла Айсили Майнакашева. Она сейчас студентка Санкт-Петербургской театральной академии, а тогда она работала в театре, училась в музыкальном колледже, заканчивала его, и вот дипломная ее работа, это была первая часть этого концерта. А Марина Валерьевна сказала, ну почему, если первая часть есть, надо написать вторую и третью часть. И вот сегодня впервые вы услышите концерт для хумуса и фортепиано, в скобочках с оркестром, в исполнении очень талантливого музыканта, который подает надежды, который будет, я думаю, сыграет большую роль в развитии нашей национальной музыки, Юрий Шалгынов, учащийся Хакасской республиканской национальной детской школы искусств, класс преподавателя, заслуженного работника культуры Хакасии Марии Сергеевны Сартыковой. Он лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. А в прошлом году он сыграл первую часть этого концерта и получил золотую медаль на Олимпийских играх. Я считаю, что это очень большая победа. И его мужество и мужество концертмейстера, который был вместе с ним, это Оксана, Лариса Юрьевна Киштеева. У нас была встреча в Министерстве культуры очень теплая. Но, в общем, это очень было приятное событие, когда наш древний инструмент хумус вышел на передовую. Лариса Юрьевна сказала, что назвали они это сочинение, когда они репетировали его, переживали музыкальные образы, они назвали его «Концерт сказания». И вот сейчас наш народный инструмент вот сию минуту превратится в концертный инструмент, который расскажет вам о многом. Я надеюсь, вам понравится. И мы сейчас давайте поддержим громкими аплодисментами исполнителей этого концерта Юрия Шалгынова. И партию фортепиано будет исполнять преподаватель детской школы музыкальной имени Кинеля Татьяна Александровна Гилюк. Давайте мы их пригласим на сцену. Когда Юра исполнил в Москве на Дельфийских играх этот концерт, что сказали там тебе? Можно потрогать, как это так? Такая палочка вроде, да, 2 струны, и вот ты такое играешь, что нас дух захватывало. Ну что ж, сегодня, наверное, в зале присутствуют авторы этих замечательных инструментов наших древних, которые, не покладая рук, работают, чтобы возродить эти инструменты, сделать их концертными. Сергей Трофимович Черков, здесь он? Петр Яковлевич Топоев тоже здесь? Ну что ж, дорогие мои, 3 части. Первая часть — герой, вольный, смелый, красивый, уверенный в себе, едет по степи. И, конечно же, что встречается у него в жизни? Препятствия, чудовища фантастические. И для того, чтобы спасти свой народ, чтобы он ликовал, был свободным на своей земле, он сражается. Во второй части концерта вы услышите его размышления о жизни, о любви, о природе, о своем народе. А третья часть концерта — наш герой на празднике.
Итак, концерт для Холмса и фортепиано.
Ольга Григорьевна и Аркадий Владимирович. Спасибо вам большое, что вы такого сына воспитали, такого родили замечательного музыканта. И наше, я думаю, музыкальное будущее за ним. Мы очень мечтаем, чтобы он поступил в музыкальное училище, закончил консерваторию, стал, я не знаю, каким-то великим дирижером или композитором. Да, Юра? Хочу вручить. Вот если у кого есть фотоаппарат, фотографируйте пока его. Юра, я тебе хочу подарить. Такое поле чудес начинается. Вот здесь такая рамочка. Вот с сегодняшнего концерта обязательно сделай фотографию, поставь ее на память, ладно? И мама, Татьяна. Репетировали, так запроникали в музыкальный
помогли развитию нашей национальной музыкальной культуры. Огромный вам поклон. Спасибо вам огромное. Вы знаете что? Когда я написала последнюю строчку этого концерта, поставила дату, закрыла ноты и думаю, ведь этот же концерт должен быть кому-то посвящен. Не просто так, ну как вот он родился. Наверное, есть такой человек у нас в Хакасии, который огромный вклад внес в развитие нашего хомуса. Кроме того, что мастера у нас замечательные, это, конечно же, Мария Сергеевна Сартыкова. Ей я посвящаю этот концерт. Мария Сергеевна, выйди, пожалуйста, на сцену еще разочек. Она воспитала огромную плеяду хомусистов. Она по образованию человек, который владеет доброй, прекрасной, закончила консерваторию Новосибирскую. Она воспитала огромную плеяду. И вы знаете, ну как вот такому человеку не посвятить первый концерт для хомуса? Я думаю, что вы закончите инструментовку, она уже работает, и будет это концерт с оркестром, когда хомус будет солировать с нашими национальными инструментами. Спасибо композиторам, которые наконец-то действительно обратили внимание на наш хомус и стали писать. Мы, надеюсь, этим не закончится, но первое у нас, я думаю, произведение не получилось. Блином, я думаю, очень хороший концерт. И очень хорошо, я думаю, исполнили. Я просто очень рада, молодец, Юра. Большое спасибо Татьяне Александровне, которая буквально в короткие сроки это выучила. И вот они сыгрались. Надо уметь сыграться, уметь чувствовать. Поэтому это большое-большое дело. И надеемся на то, что в будущем Татьяна Федоровна нас не покинет и будет писать и писать для хомуса. Ноты готовы к изданию, как только они будут издаваться, красивым шрифтом будет там написано «Посвящается Марии Сергеевне Сартыковой». Когда мы говорили о сегодняшнем концерте с Геннадием Михайловичем Лашкиным, директором школы имени Кинеля, он сказал, что этот концерт начнет целую череду концертов, посвященных 75-летию детской музыкальной школы имени Кинеля, которая родилась в 1942 году, в годы войны. Приехали профессиональные музыканты, которые стали обучать игре на разных инструментах наше молодое поколение. И теперь эта школа гордится великолепными музыкантами и выпускниками этой школы. Здесь присутствует и Вячеслав Геннадьевич Кижеков. Да? Я вижу вот вас. Эту школу закончила и Татьяна Владимировна Чартыкова, наша великолепный музыковед, интересный очень рассказчик и ведущий многих наших концертов симфонических. Эту школу вот закончила я. И много-много музыкантов, которым школа дала дорогу в жизнь, именно в мир музыки. Поэтому я торжественно объявляю, да, Геннадий Михайлович, что это первый концерт, посвященный 75-летию школы. Я думаю, что Александр Александрович Кинель, наверное, слышит нас и счастлив, потому что его вклад в развитие хакасской музыкальной культуры просто неоценим. Человек отсканировал свыше 5000 мелодий своими ушами, руками, ходил с чернильницей, с ручкой, из села в село, общался с нашим народом, с нашими певунями, певцами, хайджи, сам научился играть на чадхане, владел многими хакасскими национальными инструментами и, главное, оставил огромное количество мелодий. И я думаю, что этот вклад просто неоценим. Нам обязательно нужно дальше двигаться и развиваться. Сейчас я хочу на сцену пригласить мультимузыканта, который тоже является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Когда он был в таком же возрасте, как Юра, он завоевал такую премию, как лучший хомус в Сибири.
Но сейчас он сыграет на шоре, или еще называют этот инструмент сылос. Мы с ним исполним две пьесы. Первая пьеса называется «60 алыпов», вторая пьеса называется «На закате солнца», а потом он сыграет еще на быхе. Аржан удивительный музыкант, рядом с ним, находясь, общаясь с ним, просто мелодии рождаются. Вот даже этот концерт, он однажды пришел и одну тему с моего спектакля наиграл, говорит, ну какая тема хорошая. Он так сыграл, это так ее красиво, весело. Я говорю, о, это будет главная тема этого концерта. И вот спасибо ему за то, что он такой одаренный человек. И я всегда ценю общение с ним, каждую минуту. Аржан. Здравствуйте. Хочу вам сыграть на инструменте чор, который я очень сильно полюбил, этот инструмент. И вот великий мастер-изготовитель этого инструмента Топоев Петр Яковлевич, хочу посвятить вам это произведение. Называется «60 алыпов». В дальнейшем планируем вот тоже из этих произведений создать некий тоже концерт именно для этого инструмента, поэтому на нем очень мало играют. Хотим привлечь молодежь, также чтобы научились играть, чтобы инструмент процветал, не терялся.
Сейчас услышите совсем свежую пьесу, но мелодия была написана давно. Тоже мы готовили с Аржаном сборник, да? Вот у нас он в процессе идет этот сборник, работа над сборником. Вот, и сейчас, послушайте, называется «На закате солнца». Хочу вам сыграть еще на инструменте. Называется он «Их». Вот, я вижу, мастер-изготовитель Сергей Трофимович. Это вот
под свой размер, как бы. Ну вот, сделал мне, и получился вот такой вот инструмент. Баритоном их. Песня называется «Луналикая моя». Если кто-то помнит, Царство Небесное был такой у нас хороший музыкант, подающий уже надежды, который мог взвалить на себя и потащить целую такую страницу, что ли, хакасской музыки. Это Максим Кобяков. И вот он приходил с выходом всегда ко мне и просил: напишите, что ли, напишите. Вот я написала несколько пьес, но сегодня мы хотим сыграть одну из этих пьес, называется она «Луналикая моя». потому что они просто душу разрывают на части. И, вот. Ну, я думаю, что мы с Аржаном сделаем обязательно сборник для Гыха, он сейчас работает, потому что написать сборник методический, там нужно обязательно, чтобы вступительная статья была, методы, учебы. В общем, это надо очень глубоко проникать в эту проблему. Но я думаю, что их у нас не потеряется, выйдет на концертную эстраду, может быть, даже будет ансамбль хистов, да, и это будет очень здорово, великолепно. Сейчас на сцену я хочу пригласить человека, который изучил хакасский наш национальный народный инструмент хобрах досконально. Марина Валерьевна Дорина
написала диссертацию о духовых и ударных инструментах тюрков Саян-Алтая. То есть у нее проникновение очень глубокое. Кроме этого, она преподавала в Хобрах и является автором, составителем 3 сборников, учебных пособий. Человек, который закончил блестящую академию красноярскую, она флейтистка по своему образованию, но так прониклась тоже духом патриотизма, освоила инструмент Хобрах, прекрасно владеет этим инструментом, и однажды мне встретилась, она приходила ко мне часто и говорила: дайте пьесы, я их переложу. 1 раз пришла, 2 раз пришла, 3 раз пришла. Но я ей всегда давала пьесы, она их печатала для сборников своих учебных. И вот однажды я встретила Людмилу Владимировну Кирпижекову, и она говорит: ой, что-нибудь с Мариночкой, напишите для Марины, потому что она как-то немножечко, какой-то творческий потенциал в ней есть, и вот он как-то вырывается, а что делать, как? Она говорит, уже даже курай, что ли, не осваивает. Но нет выхода, нет концертного репертуара. И вот она как-то меня так запрограммировала, а у меня же комплекс отличницы, мне что скажешь, я то и делаю. Вот, и пришла она как-то ко мне, я говорю: Марина, вот так, давай вот что-нибудь придумаем. Давай сделаем цикл, не просто одну пьесу. Пока концерт, я не в состоянии, мне надо разбежаться до концерта. До фантазии тоже. И Вячеслав Геннадьевич тоже просил все время какие-то крупные произведения для оркестра, чтобы солировал наш национальный инструмент, потому что такой опыт есть у нас, вы знаете. С Чадханом великолепная пьеса у симфонического оркестра есть. И вот как-то так попала я в какое-то поле. Мне всегда хотелось написать музыку светскую. Если у нас есть дворцы, их находят. Если это были дворцы, значит, там были какие-то церемонии, там были какие-то дипломатические встречи. Значит, была светская музыка. И вот я посмотрела на Хобрах как-то с другой стороны, и вот так вот я как-то его услышала. Я сочинила цикл из 5 пьес. Называется он «Дворец в Кимичкете». Кимичкет – это древняя столица Хакасского государства. Второе произведение – «Танец принцессы Тайхо». Была такая принцесса, то ли она была китаянка, то ли она была смесь с хакасской. В общем, переживали все вокруг нее. То увидите ее украдут, то войны какие-то начинаются. Вот мне захотелось такую пьесу написать «Танец принцессы Тайхо». И третье произведение «Магическое зеркало». Тоже меня заинтересовала тема. У Кызласова Леонида Романовича я прочитала в книге, что на территории Хакасии были найдено около 260 магических зеркал. Нет, не магические, но они были особые зеркала. Техника изготовления этих зеркал потеряна. То есть, когда на них смотришь, это зеркало, потом на него падает луч света, и на стене отражается какое-то изображение. Вот. Они все находятся в Эрмитаже. Вот такая пьеса третья «Магическое зеркало», и 4-я песня ветра, «Песнь ветра» и «Золотая уздечка». Вот первый цикл. Я хочу пригласить на сцену великолепного музыканта, лучшую хаприхистку нашей Хакасии и вообще, может быть, даже мира, потому что однажды она мне сказала: все отказались от продольных флейт. Продольные, это значит вдоль тела, потому что на них очень трудно играть. Все ушли поперечные флейты. Я говорю: Марина, так ты, значит, одна единственная, которая не предала свой древний инструмент и играешь на нем. В общем, вот так вот в восторге, что ли, каком-то, вот родилось это произведение. Марина Валерьевна Дорина, правнучка Ефима Котюшева, который ходил в Иерусалим пешком. Она внучка великолепной мастерицы Дориной Марии Николаевны, вышивальщицы и автора многих наших костюмов национальных. Итак, «Дворец в Кимичкете».
наш концерт. Что такое живое серебро? Ну, я немножечко буду вам читать отрывочки небольшие из сказания Михаила Реминченко Чичагова «Алла Пильторан». То, что сейчас вы услышите, это музыка к спектаклю «Алла Пильторан», премьера которого состоялась в 2014 году. Вот. Удивительный такой спектакль, интересный, креативный. И вот я решила собрать некоторые темы музыкальные, написанные к этому спектаклю, и сделать такой концертный тоже цикл, концертную сюиту, которая называется «Живое серебро». Мы сейчас немножечко погрузимся в такое состояние медитативное, когда наш народ собирался длинными вечерами зимними, слушали сказания. Но это будет, конечно, не сказания, но это будут такие маленькие, такие небольшие крупицы. Но я думаю, вам будет интересно расслабиться и послушать. Итак, живое серебро. Первая вещь — живое серебро, второе — черношкурая лиса, третье — алтын тархак, четвертое — тасшурек и посшурек и той. Но, как всегда, у Алыба встречаются какие-то препятствия в жизни, которые он должен преодолеть. И черношкурая лиса, произведение — это образ, который уводит человека от своего пути. И это всегда очень бывает сладко, хорошо, приятно, но потом оказываешься где-то в подземелье или в ущелье каком-то. Но это образно. Там же в эпосе у нас очень много закодировано, какие-то мудрости, которые надо читать, расшифровывать, думать, размышлять. Третье произведение — это «Алтын тархак». Вот два слова буквально скажу. И, как всегда, человеку должна найтись половинка ее. И Аллу Пильторану встречается Алтын тархак. Она дочь Вселенной. Вот я так начала думать, что такое дочь Вселенной. Потом мы решили, пообщались, и я думаю, что, наверное, мы все дочери и сыновья Вселенной. Потому что когда-то мы все равно были звездной пылью, которая летела с огромной космической скоростью, ударилась об Землю, и здесь началась жизнь. Ну и четвертое произведение — Тасшурек, если кто не знает, это каменное сердце, и Пусшурек, ледяное сердце. Как Алып встречается с этим страшным равнодушием, жестокостью. В жизни тоже закодировано каменное сердце и ледяное сердце. И той не просто как свадьба, а как торжество, когда все время звучит чатха, как бы на одной тонической ноте, и мы чувствуем, что мироздание наше гармоничное, что все в нашей жизни правильно, и от нас зависит только, что нужно выбрать. А выбрать нужно всегда по совету старших. Простите меня, если у меня будут какие-то неточности в слове, потому что играть на рояле — это одно, а читать — это другое. В то столетие, когда из живого серебра, день от ночи отделив, в небе солнце родилось. В то столетие, когда в небе месяц золотой посреди кромешной мглы первый выковал кузнец.
ли, нет ли за лесой, мчался на коне алып, но в ущелье смог настичь черную беглянку он. Но в последний миг она, черной молнией сверкнув, вдруг исчезла перед ним в доме о 7 углах. Талып встречает свою суженую Алтын-Таргах, что в переводе «золотой гребень». 60 косичек в ряд по спине ее бегут, как по красному стволу стая черных соболей. Солнцеликая она глянет влево, свет в очах, луналикая она глянет вправо, слезы в них.
День и ночь море пресной волной бьет о ледяной тосхы. Велика двух братьев власть, именуются они Тас-Чурек и Пус-Чурек. У обоих норов крут, звездно-серые скакуны. Песня девушек, взлетев, не смолкала до зари, и вздыхали старики, вспомнив молодость свою. И незримо на перу восседает Пильтаран рядом с верной женой, славною Алтын-Тарах.
Да. Называется эта вещь тоже театральная музыка. А, вот я вспомнила. Патер Доржевич, ты здесь? А? Патер Доржевич. Я забыла сказать, что да. Патер Доржевич — это режиссер, потрясающий, просто креативный, интересный. Просто судьба нас свела. Нашему театру повезло, что он творит в нашем театре. И многие очень идеи интересные. Я как бы тоже вдохновляюсь. И несколько пьес здесь прозвучали уже под впечатлением того спектакля, который был поставлен Патром Доржевичем «Алла Пикторан». Будет, если приходите, обязательно посмотреть этот спектакль. И сейчас тоже прозвучит пьеса из его же спектакля «Сам был страна счастья». Написана она Патром Доржевичем по мотивам хакасского эпоса «Албынжи». Там герой покидает свою землю, невзирая на то, что отец ему говорит: не уезжай, зачем ты ищешь счастье где-то там на чужбине, когда ты должен защищать свою землю, ты должен жить на этой земле. А он не послушался и уехал. И 12 лет его не было, и когда он приехал, увидел разрушенную землю и окаменел. Вот. Патра Доржевича заинтересовала история, где же он был эти 12 лет, где он скитался. И когда он еле живой возвращается на родную землю, в финале звучит эта музыка, эта тема, которая говорит о том, что счастье должно быть найдено здесь, на своей родной земле. Ты должен служить своему народу, любить свою родину, не покидать ее. И вообще счастье — это то, что внутри человека. Вот сейчас мы сыграем. Если вы сильно загрустите, то мы приготовили бесовку. Как сам был страна счастья.
Браво! Спасибо большое. Если вы как-то душой обогатились, наполнились чем-то, я счастлива просто. Потому что я на самом деле очень долго ждала этот концерт. Так хотелось еще очень много мелодий. И будем работать дальше, радовать вас. Что, Петр Хендрович? Браво, Татьяна Федоровна. Хотелось с наступающим праздником женской демократии. Бабушек, матерей наших девочек, которые сейчас учатся в музыкальной школе, вот четверо так у нас получается. Я думаю, у нас трое. Мы изготовители, исполнители и слушатели. Я про вас забыл, извините. Спасибо за такой концерт. Вдохновили нас. Ну, если говорить, конечно, мы только начали. Скрипка прошла путь очень большой, многовековой. Данные инструменты вышли из забытия, так скажем. Ну, Чатман сохранился у нас. Благодаря Игорю Трофимовичу, моему наставнику, хотя старше меня всего на неделю, но считаю себя лучшим учителем. То есть благодаря Игорю Трофимовичу я ушел в этот мир и познакомился с такими людьми, и счастлив. Вот, наши мастера сохранили наши инструменты. Сергей Трофимович прекратил это строительство. Привлекли молодых мастеров. Я думаю, что в дальнейшем инструменты будут еще лучше звучать. Будем находить инструменты, которых где-то еще в музее, где-то еще будет даже. И надеюсь, что мы еще раз встретимся и насладимся праздником. Наши золотые руки спасибо большое. Потому что душу татарского народа держите своих инструментов, передаете инструменты. Ну, сейчас мы хотим... Лариса Юрьевна. Но мы сейчас бис вам сыграем обязательно. Тахпах Рымбая. Дорогие слушатели, не могла не выйти на сцену и сказать несколько слов о самой героине Татьяне Федоровне Шалгиновой. Она настолько деликатна, она сегодня всех вспомнила, она сегодня назвала все имена, она сегодня всех поблагодарила, она благословения попросила у всех наших предков. И я думаю, вы сегодня почувствовали, что здесь и Катанов присутствовал, и Кинель, и наши сказители, и Шестоталыпов. Боже мой, и, по-моему, сама дочь Вселенной тоже сегодня снизошла с небес и присутствовала в этом зале. Сегодня было сказано о таком спектакле, как «Рожденный небом». Мне кажется, Татьяна Федоровна рожденная небом. И действительно в ее музыке очень много посвященное небу. Это и «Луналикая моя», и «Звездное небо», и «Солярный знак». Я не буду много времени вашего занимать. И, Татьяна Федоровна, вы как сказитель на рояле играете как на чадхане. Поэтому все, что вы сегодня сказали о эпосе, можно сказать и о вашей музыке. Это такое знание, которое нужно постоянно слушать и раскрывать его смысл. И для меня лично каждая ваша пьеса — это как закрытая дверь, которую хочется познавать и постигать. Спасибо вам. И хотелось бы сказать, что наша хакасская культура, она действительно имеет, наверное, свой личный путь. И наша задача — увидеть его и воплотить в этом физическом мире, как сегодня это сделала Татьяна Федоровна. Спасибо вам. Браво! Браво! Я счастлива, потому что общаюсь с такими замечательными музыкантами высокого класса. Вы, наверное, сегодня убедились в этом, правда? Как звучат инструменты? Они не поют, не звучат, они говорят. И это очень важно.
когда музыкант делится своими мыслями на таком уровне. Потрясающие просто ребята, и мы хотим вам сейчас сыграть «Тах-пах, рымбай», чтобы вы маленько от самбыла отошли, потому что он затягивает немножечко на раздумье глубоко. Итак, «Тах-пах, рымбай», почти импровизация. До следующей встречи. Амурхазов. Агрей Гюльчик, как это оказывается. Амурхазов.